Друзья, сегодня у нас акция спасения из Кудика. Спасение Лексуса. Значит, в районе Еланки, это примерно 160 километров от Якутска, сейчас находится Lexus, в котором находится супруга Ивана. Именно поэтому он заинтересован в спасении этого Lexus. Ну и сейчас мы выезжаем, что мы взяли? Мы взяли топливный насос, чтобы как бы постараться починить. А план Б будет уже буксировка Лексуса до города Якутска. Иван уже купил топливный насос, мы взяли и купили доширак в дорогу. И сейчас нам нужно заправиться и уже выдвигаться в сторону Еланки. Очень радостно теперь ездить по автодорожке. Смотрите, это 4 полосы скоро будет. Сейчас ее доделают, будет вообще сказка. Смотри, левой нормально, да? Не нормально же. Но она так потихо спускает. Этот старый боковой порез. Ну все, теперь мы заправились и можно в путь. Но сначала в шиномонтажку. Разворачивается. Застрял там. Приключения, еще не выехали с города. Короче, у нас такой город, что можно приключения найти, даже не выезжая из города. Вот уже что-то случилось, что-то все перекопано. Видимо, автобус застрял. Там вообще коллапс. Итак, прошло 2 часа, пробка рассасывается, как видите, и движение возобновилось. Ваня, надо будет выехать, и сейчас пообедаем, ладно? Хорошо, ты уже проголодался. Кстати, вот приложение Maps.me сейчас вот в нашей поездке заменило нам Garmin. Показывает вот карты, маршрут выстраивает даже вот по таким дорогам. Вот показывает, что поворот на Еланку через 180 метров. Сейчас мы проверим, так ли это. Вот, точно, смотри. Нормально, да? Еланка. Какой-то кошмар творится с погодой. Да, ливень пошел вообще. А Ване сейчас придется выходить на улицу. Косой дождь идет. Так, и вот показывает, что 1,6 километров до финиша. До Еланки. Ссылка на программу будет в описании под видео. Ну что, мы приехали. Вот он, Lexus. Судя по колесам, вчера был веселый день. Моя попытка номер 5, номер 3. Что случилось? Аккумулятор, что ли? Варя на Я лицо в эти этот шоу момент. делаешь, что ли? И да.
Ну, Саня, привет. Мы вот возле машины. Ага. Сейчас подойдут. Будем спасать. Начало спасательной операции. Кстати, ребят тащили на гусеничном тракторе. Жестко. Это была попытка номер 4. Пошел дождь. Вроде вы не сильно про это, да? Еще прокрути-ка стартером. Все. Все нормально? Не, он же должен, Просто что-то там делает, да? он же при этом только должен, этот, чек должен загореться. Что, искру хочешь посмотреть? Да? Свечу посмотреть вообще, как она там. Одновременно нажмите 2, 3 и удерживайте, пока не прозвучит. 2 и 3. Ваня. Ты 1 и 3. Есть. Че? Повторите пункт 3. Все. Выключите зажигание, последует 5 вспышек говорительной огни. Ну как? Нет. Подружилась? О, О, нихуя заработала. себе, бля. Не работало. А теперь автозапуск сделай-ка. Вот сейчас он её третью попытку сделает завестись. А ты сними этот палец оттуда, убери, а он перестанет. Открывай дверь. Давай аккум поменяем. Другой. Блин, мы машину делаем вообще-то. Сколько вольтаж? 12. Капот. Воу! Че, сигналка? А зачем выключил? Че значит? Было так. Сигналки дело, да, значит? Значит, дело было. Ништяк. Грудки жарить. А? Грудки жарить. Шашлык пошли. Шашлык жарить. Так, надо Надо собрать. все собраться. да? Там держи. Гусеничный, да? 4 километра в час. Можно рядом идти так прогуляться, да? Да, да. Нормально. Увидели это, что Он еще едет с молотком, короче, если что-то траком. Подбивать, что ли? Считай, ночевку рубль с человека, да? Но. Плюс лодка десятку съездить, смотаться до Ленских столбов и обратно. Ну и там он ждет вас пока. 3 часа что ли ждет. Хороший бизнес, да? В общем, да, цены такие достаточно интересные, хорошие. 1000 рублей ночевка в Еланке с человека. Плюс 10 тысяч лодка до Ленских столбов и обратно. Неважно сколько человек, да, ты понял? Да. Хоть один. Хоть 10. Не, ну 10 не влезет. 7-местная лодка. 7-местная лодка 10 тысяч. Вот. Ну, если толпой собраться, то еще куда-нибудь. Ну да, если, на лодку. в принципе, а если ты один приехал? Ну, если не один, то если пара приехала. Ну да. Значит, результат поездки.
Мы такие особо и не поняли, да, почему он заглох? Какая основная теория? Скорее всего, дело было в сигнализации. Потому что пейджера у него не было подключенного, сигнализацией он не пользовался. И такая ситуация уже была один раз, 2 или 3 года назад. И в этот раз тоже повторилось. Ага. В общем, Сигнализацию мы перезапустили. И как итог, все завелась. Ну и зарядили батарейку на глазе. зарядили, а? Ну точно мы уверены в том, что дело было, как говорится, в электрике, а? Да. Результат есть, машину завели. Да, главное.